Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что ждет вас на будущей неделе? Что по судьбе? Что принесут вам следующие 7 дней? Также в конце видео для тех, кто делает со мной обряд, я расскажу, что делать дальше. Настраивайтесь, мои хорошие, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что ждет меня на будущей неделе. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы могут моими руками. Пусть откроют то, что сейчас скрыто, то, о чем желаем слышать, знать. Так. Итак, что же ждет вас на будущей неделе? Посмотрите, какой у нас красивый корень рисунка. Вот один человек, вот второй человек, ручки друг к другу, делают такой вот мостик, крышу, а там внизу вот 3 еще человечка. Да? Либо это детки, либо это члены семьи, какие-то близкие родственники. То есть 2 человека объединят усилия для решения какой-то проблемы, ситуации, да, перед лицом каких-то неприятностей люди могут объединяться и сообща, прилагая совместные усилия, будут добиваться прекрасных результатов. Возможно, это вы и ваш партнер, ваш супруг. Возможно, это кто-то из ваших близких родственников, с кем вы вот наконец-таки сможете войти прям в такую коллаборацию и вместе что-то делать. От этого выиграют все. В данном формате, да, нам песочек говорит о том, что есть какие-то непреодолимые препятствия, либо силы, давление на вас, на вашу ситуацию, которую в одиночку преодолеть невозможно. Вот один человек не справляется. Здесь нужно приложить усилия как минимум 2. И 2 человека сойдутся, объединятся и получат прекраснейший результат. Также речь здесь может идти и о всяких бизнес-проектах, о каких-то договоренностях между людьми, которые несут благо как одному, так и другому человечку. Все будет замечательно. Не переживайте, знайте, что дружба, взаимовыручка, желание идти друг другу навстречу сотворят чудеса. То есть помогут, вот зададут тон на всю неделю, да, и помогут вам справиться с какими-то вот действительно ситуациями, сложными, спорными ситуациями. Так, еще хочу сказать, что возможно женщина, у которой есть семья, да, детки есть, но при этом муж, скажем так, бывший муж, либо там бывший партнер не особо интересовался ее жизнью, не участвовал, например, в воспитании, либо в материальной поддержки семьи, вдруг почувствуют острую необходимость, совесть, знаете, как замучая, да, и мужчина будет делать шаги, то есть усилит помощь, например, которую он оказывал, либо начнет вам эту помощь наконец-таки оказывать. И это не будет давление на этого человека, это будет жест доброй воли. Ну, так тоже иногда бывает, да, там гулял, тут понимает, что неправедный образ жизни я веду, да, где же мои дети, как же там моя бывшая там крутится, вертится. И вот желание помочь, человек начнет помогать. То есть, возможно, даже оплата каких-то долгов, которые накопились из прошлого. В любом случае, женщина у меня выходит на высоте, потому что наконец-таки справедливость торжествует. А что касается мужчин, возможно, вы мужчина, который не заботился о своей семье, не заботился о своих детях, то вам тут, ну, извините, хвала, да, могу вас похвалить. Лучше поздно, чем никогда. Поверьте, вам обязательно это воздастся. Так, дальше, мои хорошие, идем. Для тех, кто у меня уже в паре в союзе, у кого все замечательно, кто живет, скажем так, и не жалуется, здесь возможны какие-то критические моменты со стороны мужчины. То есть над мужчиной у нас возвышается фигура, причем фигура с хвостом. Это говорит о том, что кто-то будет пытаться влиять на этого мужчину, кто-то будет пытаться
скажем так, на что-то подговаривать, подбивать. А здесь могут быть и пьяный угар, там дружки всякие будут его зазывать на пьянки, гулянки. Здесь могут быть, скажем так, не очень приличные женщины, которые будут к вашему там, мужчине подходить. Здесь также может быть влияние каких-то родственников против вас настроенных, да, что вот будут какие-то информационные вливания не очень порядочные, либо будут попытки вашего мужчину куда-то вот не в том направлении увести, да, на что-то даже соблазнить. Так что, девчонки, обижаться не стоит, не стоит как отворачиваться от своего супруга либо любимого человека, а нужно за него бороться. Бороться, показывать, что вы, несмотря ни на что, любите, несмотря ни на что, вы готовы и понять, и принять, и что вы родные люди, родные, да, никому не дозволено разрушать ваши отношения. И если вы пойдете по пути наименьшего сопротивления, то есть как обидитесь, отвернетесь, скажете: ох, какой ты противный, там с дружками там денежку пропил, либо там с какой-то женщиной общался, флиртовал, допустим, да, обидитесь и отвернетесь, это будет иметь негативный результат для вас и для вашего будущего. Поэтому, мои хорошие, понимаете, что все бывает. Не зря нам показали, что фигурка-то с рогами и хвостом, то есть там что-то нечисто, что-то происходит, да, вот какое-то дурное влияние идет. Надо с этим бороться. Да, святой водой, да, эту фигурку, либо этого человека окропите, и будет вам чудо. Боритесь за свою любовь, боритесь за свои чувства. Не ругайтесь, ни в коем случае не ругайтесь. Не отталкивайте своего мужчину. Не надо этого делать ни в каком случае, ни при каком раскладе. Идите, боритесь, доказывайте. Потом воспитаете, потом ему расскажете, где он был прав, где он был неправ. Вам главное сохранить то, что у вас имеется. Кстати, хочу предупредить тех, кто находится на расстоянии. Возможно, у вашего партнера, неважно, мужчина или женщина, могут возникнуть проблемы. Проблемы могут быть с законом, со здоровьем, в семье могут быть проблемы. И на несколько дней человек может просто выпасть из информационного поля. То есть не писать, не звонить, ничего о себе не сообщать. Чтобы вы не расстраивались, чтобы вы не вычеркивали этого человека со своей телефонной книжки, там, не блокировали его в социальных сетях, успокойтесь, дайте этому времени пройти. Да? Обязательно человек потом появится и все вам расскажет. Может быть, не все 100%, но тем не менее, да, опишет ситуацию, приблизительно объяснит, что произошло и почему у человека не было возможности с вами выйти на связь. Вот. Помочь, скорее всего, вы ничем не можете, даже если вы там хотели бы поддержать, что-то там подсказать, там, приласкать, да, подбодрить человека. Не получится, не расстраивайтесь. Все оно как-то само собой более-менее сложится. Так, еще хочу сказать о соблазнах. Вот какой-то девчонке идет соблазнитель. Соблазнитель, причем действительно мужчина умеет играть на женских чувствах, он в этом деле дока, умеет подкатить, умеет там уговорить и прочее, прочее. Девочки, но если вы есть женщины, вот я знаю, там по клиентам своим знаю, есть женщины, которые живут в свое удовольствие, которые не ищут каких-то там серьезных отношений, такие легкие, поверхностные, там, знаете, как погулять и дальше жить. Вот, если вы из такой категории женщин, то есть вы не хотите ничего серьезного, вы там серьезно не рассматриваете мужчину, это будет интересно, но не феерично, знаете, такое что-то средненькое. Вот. А если вы девушка, которая ищет того самого единственного, которая очень легко, например, там влюбляется, очень доверчивая, здесь нужно быть поаккуратнее, потому что мужчина ловелас, мужчина жигало, и у него только одна цель. Да, одна цель — соблазнить, получить свое, и потом Васькой звали. Но, к сожалению, вот такой человечек выходит. Также могут вам предложения поступать, знаете, такого характера, что там карьеру помогать буду делать или еще что-нибудь, там на работу, туда-сюда. Понимаете, да, какой-то как подкуп идет. Тоже не верьте, там ничего хорошего не получится. Вот. Так что, мои девочки, держите себя в руках, да, и не доверяйте всяким проходимцам, соблазнителям.
Дальше у меня здесь идут два веселых человечка, которые могут начудить. В плане, вот знаете, каком? Что-то испортить, разбить, не знаю, поломать. Они как-то вот в вашей жизни присутствуют. То есть два человека, которые неосознанно, да, либо не желая такого результата, могут какую-то неприятность причинить. Может быть, выпившие, может быть, просто, знаете, как разгулявшиеся люди в пике вот своего веселья, да, не замечают, что делают, либо делают непотребное. Значит, шалить можно, да, это не возбраняется, но в пределах разумного. Если идет какая-то порча имущества, то здесь нужно, конечно же, принимать меры и какие-то санкции накладывать на этих людей. Даже если эти люди вам хорошо знакомые, и даже если это, например, там, родственники ваших друзей. Вот, пускать это на, ладно, это же там сын моей подруги, да, либо там муж моей подруги, либо там какой-то дальний родственник, этого делать не стоит. Потому что люди могут возомнить себя вот такими вот как героями, да, которым не грозит никаких наказаний, и дальше вот может случиться прям череда, да, каких-то не очень приятных событий. То есть если вы видите, что человек нарушает закон, либо причиняет действительно какую-то порчу имущества, нужно приструнить этого человека, да, и если человек, ну, скажем так, причинил достаточно серьезный вред, то ничего страшного не будет, если вы обратитесь за компенсацией и не будете смотреть на то, кем кто кому приходится. Вот. Ну, такое, знаете, дурость. Вот хочется сказать, дурость какая-то у людей. Вот. И по этой дурости они могут совершать действительно что-то вот нехорошее, неподобное. Дальше идем. Скорее всего, с работой связано. На работе могут быть какие-то конфликты, могут быть какие-то претензии. Вот люди будут друг другу давать претензии, кидать, вернее, претензии, могут конфликтовать. Это будет происходить на ваших глазах. По поводу вас, ну, тут что-то вот на вас может долететь, да, какая-то может быть претензия, либо вас будут пытаться вовлечь во все эти там междоусобные разборки. Здесь очень важно сохранять нейтралитет, не идти на поводу у эмоций, а эмоции будут, да, вот, ну, как вы на чью-то сторону захотите встать по-любому. То есть либо на сторону одного, либо на сторону другого человека, воздержитесь. Вы не знаете истоковых причин начала этого конфликта. Поэтому, чтобы в конце концов не стать крайним, а это очень возможно, лучше воздержаться, лучше, знаете, как так, отойти подальше и просто быть наблюдателем, немым наблюдателем, вот чтобы вы понимали. Потому что здесь такой риск, знаете, вот как закрутится колесо, и вы же можете под это колесо попасть. Не дай бог, это никому не нужно, ничего хорошего это вам не несет. Там люди поругаются, потом помирятся. Вы и сами не заметите, когда это все случилось и произошло. Так. И еще хочу предупредить тех, кто будет у меня просить что-то от начальника. Может быть, это разрешение на отпуск, может быть, вам нужно взять отгулы, либо вы хотите повышения зарплаты. К сожалению, на этой неделе не самое лучшее время. Какие-то вот все нервные, какие-то все на взводе, что-то происходит, либо что-то не происходит. Вот чувствуется напряжение, особенно у людей, у которых ну, какой-то повышенный там статус, авторитет, да, люди, которые наделены особыми полномочиями. Лучше не просить, лучше воздержаться. Потерпите вы эту недельку, потом будет новая неделька, и уже сможете попросить и там отпуск, и отгул, либо повышение, либо прибавку к жалованию. На этой неделе нежелательно. Если вы сама, либо сама являетесь руководителем, либо ответственным человеком за свое дело, там, либо за коллектив, может быть, вы управляющий, либо менеджер высшего звена, вот, постарайтесь не раздражаться, постарайтесь держать себя в руках и постарайтесь не реагировать на какие-то сплетни, слухи, недоговорки, да, либо вот какую-то обрывочную информацию. Вы человек, который обладает властью, у вас сконцентрирована власть в руках, от вас зависит коллектив, да, от вас зависят другие люди. Понимаете, что вы являетесь зеркалом этого коллектива и являетесь примером для подражания. Вот. Берегите свою нервную систему, не раздражайтесь, не переживайте, старайтесь заниматься своим делом, сосредоточьтесь на своей работе. И, возможно, если кто-то из ваших подчиненных там ведет себя, ну, не
самым, скажем так, праведным образом постарайтесь помочь человеку разобраться с той ситуацией, в которой он оказался. Так, это будет правильно, и вы этим себе и авторитет дополнительный заслужите, и, в принципе, как бы ваши подчиненные будут стараться вот понимать, что вы не просто там кнутом бьете, да, но вы можете и позаботиться, и помочь. Так, еще информационное поле мне не очень нравится. Какие-то противоречивые будут приходить новости, какая-то информация идет. Почему-то возрастает волна каких-то тревожных разговоров. Какие-то, сплетни, может быть, и просто вбросы информационные. То есть вокруг вас вот прям как шторм информации, да, кидает вас с одной стороны, в другой. Возможно, вы несколько раз на этой неделе поменяете свое мнение. За всем уследить невозможно, все узнать невозможно. Плюс фильтровать информацию, это реально сложно. Если вы не политолог, если вы человек, который не как законотворец, да, то есть вы не занимаетесь законами, вы не работаете в таких органах, это практически невозможно. Старайтесь жить своей жизнью, старайтесь заботиться о себе, о своей семье, это будет правильно. То есть это такой единственно правильный выход из сложившейся ситуации. Конечно, очень много людей нервных, людей, страдающих паническими атаками, людей, которые страдают словесным поносом, и прочими особенностями. Их много, их реально очень много. Люди не хотят думать, им проще что-то там услышать, добавить, набавить, разогнать там панику, истерику. Это естественно, это свойственно людям, особенно вот в массах, если так просмотреть, это свойственно. Старайтесь абстрагироваться, старайтесь закрывать свой информационный поток. И еще раз говорю, да, сосредоточьтесь на себе, на своем здоровье, на своих близких. Так, еще по поводу дорог. По поводу дорог хочу предупредить. Почему-то у вас утреннее время идет напряженным. То есть утренние дороги вот в утреннее время, да, идут напряженные. То есть напряжение связано с каким-то, не знаю, то ли перегрузка транспортной системы, то ли какая-то вот толпа почему-то идет, да, вот вам придется как пробираться где-то, либо как-то приспосабливаться. Вот идет какая-то перегрузка. Может быть, будет ремонт на дорогах, да, и как раз в утреннее время это будет особо чувственно. Старайтесь загодя выходить из дома, чтобы не опоздать, например, на работу, либо не опоздать по своим важным делам. Что касается вечерних дорог, в принципе, все тут замечательно, открыто. Я не вижу тут каких-то особых проблем. Так, по поводу денежек. Денежки у нас приходят, причем они приходят достаточно, как зарплата, возможно, да, либо там аванс вам выплатят, либо вы получите какую-то выплату по своему контракту, по своему договору. Деньги будут приходить. Но возможно, что у вас будут проблемы с банковской картой, либо с каким-то вот как электронное что-то, да, вот откуда там деньги приходят. Может быть, не все начислят, либо начислят с какой-то ошибкой. Может быть, у вас не получится эти деньги там обналичить и снять. Почему-то вот идет именно, но я не могу сказать, что это банк, да, больше похоже на какую-то систему, сбой в системе. Либо какие-то ошибки с системой связаны. Вот. Обратите на это внимание, старайтесь, чтобы у вас вот какие-то наличные деньги сохранялись, и чтобы вы полностью, как не полагали, что у меня на карте деньги есть, и все замечательно. В любой момент я могу там расплатиться картой, снять деньги с карты. То есть что-то может в этом плане происходить. Первый раз я такое вижу за последнее время, поэтому вот все, что касается банк, кредитные карты, электронные всякие кошельки, я не сильна в этом, я не сильно разбираюсь, да, но все, что связано с техникой, системами, с электроникой, да, вот именно с деньгами связано, будьте внимательны. Так, еще какой-то неприятный сюрприз, что-то связано с покупками. То ли вы будете искать нужную вам вещь, либо нужные продукты и не найдете. Либо вы найдете, но то ли цена будет какая-то уж слишком космическая. Что-то вот неприятно вас удивит, связанное с покупками.
В принципе, ничего критичного, ну как, деваться некуда. Если дело касается продуктов, да, основной вашей пищевой корзины, то придется, конечно, покупать, но будет как-то неприятно, неприятно. Либо если вы столкнетесь с дефицитом того или иного товара. Вот. Паниковать, конечно, не стоит, но нужно это все будет учитывать на будущее. Если есть у вас возможность там, потерпеть, да, подождать, то, возможно, вы найдете то, что искали, да, вот по более выгодной цене. Но вот прям какое-то то ли разочарование, то ли такое неприятное удивление вас может поджидать на следующей неделе. Так, еще идет приглашение на какое-то мероприятие. Чему будет посвящено, не скажу, но вас будут приглашать, а у кого-то даже может быть, ну как, не знаю, даже с каким-то условием, что что-то будет происходить, да, не сильно и хотели, тут еще какие-то условия идут, может быть дресс-код, может быть, ну как, от вашего предприятия нужно будет куда-то идти, что-то делать. Ну, деваться некуда, ну что, пойдете. Главное, там не переживайте особо, ничего фатального не произойдет. Дальше, мои хорошие, возможно, столкнетесь с тем, что вас будут о чем-то просить, очень настойчиво будут просить, могут просить у вас деньги, могут просить у вас какие-то вещи. Смотрите, вот тоже двояко идет. Либо будут у вас просить, вот типа займи, помоги, либо будут просить, если вы должны, да, что вот, пожалуйста, верни там, что должна, либо что должен, там, верни долг. Да, вот такие разговоры могут быть. Так, еще у кого-то мужчина, именно мужчина, да, либо если вы мужчина, то вам идет возможность заработать, либо подзаработать. Причем как-то легко, то есть особо каких-то усилий вы не прилагаете, но деньги вы зарабатываете. Ну, так, знаете, называемый easy money. Если вы получите эти деньги, не забудьте из этих денежек пожертвовать, да, небольшую сумму, либо купить что-нибудь, там, печенечко, да, дать, раздать там деткам, либо конфетки. Это очень важно. Вот то, что вы заработаете эти деньги, ну, это как по счастливому случаю, чтобы не спугнуть эту удачу, чтобы показать, что вы человек ценящий и благодарный, просто сделайте вот такой маленький откуп. Это на ваше будущее, чтобы такие ситуации в вашей жизни как можно чаще повторялись. Так, еще тут с левой стороны не очень такой хороший знак, но он больше идет как предупреждение. Здесь два человека сидят один за одним, и ну, похоже на какой-то транспорт, да, где у нас люди обычно сидят один за одним. Из-за какого-то человечка могут быть неприятности, вот именно с транспортом связаны. То есть кто-то что-то там начудит и сделает. Поэтому, мои хорошие, соблюдайте правила дорожного движения, пассажирских перевозок, и все будет замечательно. Без надобности лучше не совершать поездок, ну вот, пользуясь транспортом, да, где вы сидите вот как-то один за одним. Может быть, это самолет, может быть, это вот автобус, да, который едет. Могут быть какие-то вот там неприятности. Человек какой-то неадекватный, то ли это водитель, то ли это пилот. То есть там видно, что человек немножечко как не в себе. Вот если у вас есть какие-то сомнения, лучше не садиться, да, в этот транспорт. Так, что еще? Какая-то идея будет, какое-то предложение. Вы кому-то будете что-то предлагать, стараясь помочь этому человеку, либо подсказать этому человеку. Человек, возможно, ваше предложение, вашу идею, ну, скажем так, не оценит с первого взгляда, да, с первого слова, там, с первой мысли. Не расстраивайтесь, ваше дело благое. Пройдет буквально несколько дней, и этот человечек сам к вам подойдет и там извинится, да, скажет, ну, извини, там был в угаре, не понял, не оценил, пожалуйста, там повтори, либо я готова осуществить то, что ты там мне предлагала. Это замечательно. Так, еще
Ждет вас какая-то работа, больше похожая на домашнюю работу. Может быть, какая-то генеральная уборка, может быть, даже какой-то движ будет происходить в вашем доме. Придется постараться, придется поработать. Но старайтесь вот без фанатизма. Без фанатизма я всегда говорю, что когда человек старается сделать все и сразу, потом потеря сил, упадок, энергия идет у нас в минус, человек на неделю, да, дней на 10 просто выпадает из жизненного пространства. Зачем это? Это никому не нужно. Делайте по мере своих сил. Да, есть еще, да, вот эта поговорка очень интересная, что работа не волк, в лес не убежит. Я, кстати, ее часто вспоминаю. Вот, тоже подумайте об этом. Да? Никуда эта ваша работа не денется, если вы ее распределите на несколько дней. А если вы еще попросите кого-то вам помочь, это будет идеально. Берегите себя, старайтесь не надорваться. А по поводу здоровья я не вижу каких-то проблем. Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, то есть каких-то прям неприятностей не вышло. Ровно так же, как и не вышло там, неприятности у вашей семьи, у ваших близких людей. Ну, может быть, у кого-то по мелочи что-то будет происходить, но вот глобально каких-то потрясений, заболеваний, либо предупреждений вам на эту неделю не выходит. И это замечательно. Так, еще. Какой-то у вас собеседник идет. Собеседник, причем собеседник, который даст вам подсказку, либо даст вам какой-то совет. Этот человек вам либо случайно встретится, да, либо случайно как-то вы разговоритесь, либо вы знаете этого человека, но на постоянной основе не общаетесь. То есть какие-то дельные советы, дельные слова вам этот человечек скажет. Считайте, что вот с ангелом-хранителем поговорили. Да? То есть через этого человека высшие силы вам передадут очень важную для вас информацию. Так, у кого-то еще неделя будет сюрпризов полна. В частности, сюрпризы, связанные с какими-то ухаживаниями, да, вот у кого-то вы в сердце, кто-то желает с вами сблизиться, сойтись, скажем так, признаться вам, да, что питает к вам чувства. То есть человечек будет к вам какие-то хитрые шаги делать, так, чтобы и не спалиться одномоментно, да, а вдруг откажете, но в то же время, чтобы вот показать вам, что вы являетесь объектом его чувств и эмоций. То есть что-то вот такое будет происходить. На ваш взгляд будет что-то совершенно непонятное. Вы будете смотреть на этого человека и думать, то ли ты дурачок, то ли что происходит. Вот непонятно, да, вот какое-то неадекватное поведение. Вот если кто-то вас таким поведением будет смущать, знайте, что человеку вы очень и очень нравитесь. Просто человек стесняется озвучить свои чувства, свои эмоции. Так иногда бывает. Так, еще здесь в паре, скорее всего, в паре будет приятная, радостная новость. Вот, то ли беременность произойдет, то ли вы с вашим молодым человеком будете обсуждать, что как бы хорошо нам было бы завести детишек. Да, вот именно идет обсуждение, и, кстати, может быть даже обсуждение свадьбы, потому что выходит кольцо. Кстати, очень хорошо поговорите, вот прям этот разговор вас очень сблизит, потому что у нас еще тут клевер выходит. Клевер — это знак счастья. Знак счастья, знак удачи, знак будущего. Так что, мои хорошие девочки, если хотели, если думали, мечтали, долго ваш мужчина не решался на такие разговоры, то такой разговор у вас обязательно случится и произойдет. Так. И еще один момент я хочу вам озвучить. Этот момент касается семьи, у которых есть детки. 2 и больше деток. Вот. За детками нужно будет, особенно за маленькими, очень внимательно следить. И, пожалуйста, не оставляйте своих маленьких деток на попечение более взрослых детей. Там могут детки просто не справиться с ситуацией, либо, знаете, как-то халатно отнестись. И чтобы не было неприятностей, постарайтесь этого избегать. Какого рода неприятности, я не скажу. Но одни дети не могут следить, да, либо присматривать за другими детьми. Вот это очень важно именно на эту неделю вам помнить, знать и постараться избежать этой ситуации. Такое прям предупреждение вышло. Кому-то это нужно было услышать и узнать. Мои хорошие, на этом все. Пусть недельечка пройдет для вас хорошо, легко и быстро. Так, теперь что касается обряда. Мои хорошие, у нас уже 5-я неделя. Вы, пожалуйста, на 5-й неделе
в понедельник, обязательно в понедельник, вы свои денежки достаньте из укромного места, пересчитайте 7 раз. И потом, когда каждую монетку обратно будете складывать в мешочек, да, в котором вы храните, нужно будет сказать определенный заговор. Я слова заговора напишу вам под видео. Дальше что делаете? Вот вы все свои денежки сложили. На бумажечке вы еще раз пишете этот заговор. И сложите все в один кулечек, либо в один мешочек, чтобы все монетки находились в одном месте. И положите туда заговор. И пусть это все у вас лежит неделю, то есть ровно 7 дней. Ну а что делать дальше, я скажу вам на следующей неделе. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.